Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В свете последних событий в Беларуси, массовых акций протеста в Хабаровском крае, надвигающихся выборов 13 сентября, а также предпочтением общественности в нашем государстве выражать свое мнение путем публичных мероприятий, возникает вопрос, а что означает этот термин, каков порядок организации и проведения публичных мероприятий и существует ли ответственность за их незаконное проведение. Об этом и не только мы сегодня поговорим с начальником отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры республики, советником юстиции Вячеславом Никифоровым. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, что такое публичное мероприятие и чем, например, собрание отличается от митинга? Ну, начну с самого понятия. Публичное мероприятие – это доступное, мирное, открытое для каждого, проводимое гражданами Российской Федерации, религиозными объединениями, общественными объединениями, политическими партиями акция, осуществляемая гражданами Российской Федерации для формирования и волеизъявления своего мнения, а также по отдельным вопросам экономической, политической, социальной жизни страны, также по вопросам внешней политики. Вот вкратце, что такое публичное мероприятие. Ну а на законодательном уровне как-то закреплено право граждан на какие-либо публичные мероприятия? Несомненно, в Конституции Российской Федерации статьей 31 регламентировано, что граждане имеют право мирно, без оружия собираться, проводить собрания, митинги, шествия, пикетирования для своего волеизъявления. Ну и в связи с этим в целях обеспечения реализации данной статьи Конституции в 2004 году был принят федеральный закон специальный о собраниях, митингах, шествиях, пикетированиях, который детально регламентирует порядок проведения и организации публичных мероприятий, а также права и обязанности участников данной сферы. Вот если гражданин или группа граждан все-таки решили провести какое-то мероприятие, каков порядок организации публичного мероприятия? Что пошагово нужно сделать? Ну, начну я с того вообще, кто имеет право на организацию данного мероприятия. Организатором публичного мероприятия в Российской Федерации имеет право быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет. Также имеют право быть организаторами политические партии, общественные объединения, религиозные организации и иные организации. Для сведения сразу сообщу, что для организаторов данных мероприятий имеется ряд ограничений. То есть организатором публичного мероприятия не имеет права быть гражданин, который имеет неснятую или не погашенную судимость за преступление против основ конституционного строя либо общественной безопасности Российской Федерации, гражданин, который дважды привлекался за нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий. Также не имеют права быть организаторами общественных объединений, деятельность которых соответствующими решениями приостановлена либо запрещена. Порядку организации и проведения мероприятия. Тут я отмечу, что перечисленные мной лица, организаторы, для того, чтобы в законном порядке провести публичное мероприятие, должны не позднее, чем за 10 дней до дня проведения этого мероприятия обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления для согласования проведения данного мероприятия. Если же проводится пикетирование одиночные с использованием быстровозводимых конструкций, либо это группы лиц, демонстраций, такой срок сокращается до 3 дней. Для одиночного пикетирования без использования быстровозводимых конструкций такое уведомление не требуется в принципе. Скажите, а как правильно все-таки проводить публичные мероприятия и из вашей практики, насколько наши граждане осведомлены об этих правилах и соблюдают эти правила? В соответствии с законом, с федеральным законом о митингах, шествиях, собраниях, пикетированиях, участники публичных мероприятий обязаны
неукоснительно соблюдать порядок, который установлен для данного мероприятия, то есть выполнять все законные требования как организатора публичного мероприятия или его представителя, так и уполномоченных органов исполнительной власти субъекта России, органов местного самоуправления, сотрудников полиции. Обязательно должны соблюдать общественный порядок. И если публичное мероприятие проводится с использованием транспортных средств, то есть у нас есть такие мероприятия, то есть должна быть обеспечена транспортная безопасность и соблюдение правил дорожного движения. Ну, из практики что могу сказать? Действительно, граждане не совсем осведомлены, да, об обязанностях, которые на них лежат в случае, если они присоединяются к проведению публичного мероприятия. Ну, на протяжении нескольких лет те публичные мероприятия, которые не были согласованы, да, в установленном порядке, либо были согласованы, но там нарушались установленные требования, граждане несли административную ответственность. То есть сотрудники полиции за данными мероприятиями неукоснительно следят, обеспечивают охрану общественного порядка и в случае выявления нарушений привлекают виновных лиц к ответственности. Скажите, а существуют ли какие-то определенные места, где категорически нельзя проводить любые публичные мероприятия? Какие существуют ограничения на этот счет? Ну, тут больше необходимо говорить, наверное, не об ограничениях, да, а о местах, которые разрешены. То есть органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, да, на территориях которых проводятся соответствующие публичные мероприятия, они на законодательном уровне, да, на муниципальном либо на региональном, определяют перечень таких мест, где такие публичные мероприятия проводить можно. То есть это закрытый перечень, только на этих площадках, на этих скверах, площадях возможно проводить данные мероприятия. Все остальные места, они по факту вне закона. Ну вот если все-таки мероприятие согласовано, участники на нем присутствуют, тем не менее, чего нельзя там категорически делать участникам публичных мероприятий во время их проведения? Ну, помимо соблюдения требований в общественном порядке, да, участникам публичного мероприятия запрещается какая-либо экстремистская деятельность, то есть это использование экстремистской атрибутики либо символики и ее распространение, тем более, да, в рамках этого публичного мероприятия. Также по закону запрещается каким-либо образом скрывать свое лицо, да, то есть использовать какие-то маскировочные средства, маски, балаклавы и так далее, для того, чтобы в последующем данного гражданина было трудно идентифицировать. Также на публичном мероприятии нельзя находиться, если у вас имеется оружие, либо иные приспособления, которые могут использоваться в качестве оружия, легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества, а также алкогольные напитки, ну и все производные от них. Ну и, само собой, на публичном мероприятии нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения. Если эти требования не выполняются в течение, да, вот этого публичного мероприятия, то есть орган исполнительной власти, на территории которого проводится, да, данное мероприятие, либо орган местного самоуправления, либо по требованию сотрудников полиции, данные публичные мероприятия, ну, подлежат закрытию, грубо говоря. Ну скажите, а какую ответственность несут организаторы и участники публичных мероприятий за проведение незаконных мероприятий? Только ли административную или предусмотрено что-то еще? Ответственность за данные виды правонарушений и преступлений достаточно серьезная. Если говорить об административной ответственности, есть статья 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Проведение мероприятия несогласованного, да, в отсутствии соответствующего уведомления. И ответственность достаточно серьезная. Если мы говорим про граждан, то это штраф до
до 30 тысяч, обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест до 10 суток. Если мы говорим про должностных лиц, это штраф до 40 тысяч, на юридических лиц штраф до 200 тысяч. Ну, если нарушения являются более грубыми, да, чем административное правонарушение, соответственно, наступает уголовная ответственность. За неоднократные нарушения порядка организации и проведения публичных мероприятий предусмотрена уголовная ответственность статьей 212 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. Есть еще одна статья уголовного законодательства, которая предусматривает ответственность в данной сфере, но она более серьезная, так скажем, это организация массовых беспорядков, вооруженные восстания, да, в отношении сотрудников, представителей власти, ну и применение, соответственно. И нарушение такой нормы влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет. Ну и опять же, если обратиться к практике, как часто правоохранительные органы пресекают у нас в республике незаконные публичные мероприятия и какая ответственность из опыта чаще всего все-таки была применена к нарушителям? Ну, чаще всего это, конечно, административная ответственность, потому что работа в данном направлении у правоохранительных органов, мы работаем в системе, она организована. Если люди, организаторы заявляются на проведение публичного мероприятия с нарушением установленных сроков, либо в местах, которые не предусмотрены для этого, мы оперативно данной ситуацией владеем, узнаем организаторов, и сотрудники полиции уже отрабатывают с ними напрямую для того, чтобы предотвратить совершение данных правонарушений и проведение незаконных публичных мероприятий. То есть с данными гражданами проводится работа. Есть такая мера реагирования у сотрудников полиции, как предостережение о недопустимости нарушения, да, законодательства публичных мероприятий. Ну и, как показывает практика, она работает. Вячеслав Николаевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». Каков порядок организации и проведения публичных мероприятий? Существует ли ответственность за их незаконное проведение? Об этом мы говорили сегодня с начальником отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры республики, советником юстиции Вячеславом Никифоровым. До встречи в эфире.